Sabahınız hayır olsun saygılı öğrencilerim. Ben Güllü Karanfil. Bugün sizinle birlikteyim. Bugün sizinle 4. urumuzu geçeceğiz. Ama önce tekrarlayalım. Повторяем. Sayılıklar. 21, 24, 35, 46, 57, 68, 79, 83, 99, 101, 109, 111, 232, 325, 433, 545, 1000, 1005, 1005, 1120, 2017, 1962. Друзья, помним. Значит, вы, надеюсь, выучили десятки. И вам, думаю, уже легко. Вы понимаете, что мы делаем. Последовательность тоже понимаете. Если у вас есть проблемы, посмотрите, пожалуйста, 3-й урок, пересмотрите, чтобы вы не отставали в данной теме. Kaçıncı yılda doğdun? Kaçıncı yılda doğdun? В каком году родился? Ты родился. В каком году ты родился? Такой вопрос. И здесь пишем, друзья. Посмотрите, в вопросе есть аффикс «дж», да, друзья? «Дж», «кач». Мы знаем слово «кач» сколько. И «качинджи» в каком, да, друзья? В каком? Kaçıncı? Kaçıncı yılda sen doğdun? Kaçıncı yılda doğdun? И в ответе должно быть «нж», да, друзья? «Нж», «дж». Вот, например, 1972 yılda. Мы должны написать, в каком году мы родились. То есть пишем через тире и ставим аффикс «g». Да, друзья? 5. 1986. Мы должны знать, когда пишем «g», а когда пишем «g». А может быть и «ju» пишем. Например, 9. Да? 1989. От чего зависит наш аффикс, друзья? Он зависит от последнего слога, последнего вокала в нашей последней цифре. Например, последняя цифра «докус». Видите, губная там гармония «докус». Значит, будет «джу». Да? Если «еди» будет «и», да? «Единджи» будет аффикс «джи». Ладно, друзья, поняли? Хорошо, идемте дальше. Nerede? Neredeysin? Kimsin? Где? Ты где?
Кто ты? Вот, пожалуйста, нереде, где учили раньше, да? И тут уже нередейсин. Ты где? Ты где? Вот син, вот это вот син, это, вот видите, похоже на сян, да, друзья? Это аффикс говорит о том, что э, ты где? Сен нередейсин. Видите, сян син, очень похоже. Ким син, сен ким син. Вот, пожалуйста, тот же аффикс син, да? Что означает ты, сян? Похож на аффикс сян. Ким син. Мгм. И мы повторяем. Со как та, помним, да, друзья? Со как та, аффикс та, на улице. И черде, в комнате, внутри. И черде, видите, аффикс де, потому что тут у нас буква Университете. Пожалуйста, слово не тюркское, не имеет гармонию гласных, есть у, и, и так далее, да, но мы посмотрим на последний слог слова, вот, университет, да, друзья, буква Е в конце. Если буква в конце Е, то у нас аффикс будет тоже мягкий, университет, патта, патта, на скамейке, патта, корень слова пат. Пота. Софрада на столе или за столом. Софрада. Софрада на столе. Аффикс да. Отельде. В отеле. Отельде. Вот и вот мягкое Симуда. Симуда. Анкуда у Анки. И у нас первое упражнение. Оку. Бошлук долдур. Читай. Заполни пустые места. Бошлук пустые места. Долдур заполни. Sen neredeysin? Sen neredeysin? Ты где? Ben evdeyim. Пожалуйста, друзья, обратите внимание, я дома. Ben ev, корень слова ev, плюс. Или будет аффикс да, или будет аффикс де. В данном случае де, потому что у нас ev мягкое, да? И плюс другой аффикс им. Это уже аффикс личный, да? Ben, я дома. Ben evdeyim. Или будет юм, или будет им. Это тоже зависит от корня слова или от последнего вокала в слове, друзья. В данном случае будет правильно вот так. Evdeyim. Ev плюс аффикс де это дома, да, просто дома evde. И им это я дома означает. Evdeyim. Я дома. Другой пример. Парктайым. Вот, пожалуйста, юм аффикс пришел, да? Парктайым. Та, потому что у нас глухой гласный, согласный тут, поэтому у нас тут тоже глухой аффикс начинается. И твердый, и тут тоже Парктайым. Обратите внимание, друзья, очень много гагаузов делают в этом ошибок. Парктайым. Я в парке. Другое. Одадаем. В комнате. Я в комнате. Одадаем. Одада. В комнате. Что-либо или кто-либо. Но аффикс им уже дает личность, да? Одадаем. Я в комнате. Я в комнате. Одадаем. Ben одадаем. Ben одадаем. Я в комнате. Друзья, мы можем использовать ben, я, а можем его и не использовать. Просто скажем одадаем. И это будет понятно, что я в комнате. Но можем использовать и ben. Ben одадаем. Я в комнате. Можем не использовать. Просто сказать одадаем. Думаю, поняли. Другое выражение.
Тюкяндайым. Слово тюкян очень сложное, друзья. Некоторые из нас произносят его как тюкян. Тюкян. В данном случае, как видите, как написано, аффиксы идут твердые, потому что тюкян – арабское слово, и после к этого звука вообще у нас в принципе не обозначен этот звук у нас. В турецком, например, слово тюкян пишется, и есть шапочка на А, есть шапочка такая вниз этими стоит, как у нас Поэтому это сложное, и этой буквы у нас в принципе нет. Тюкян, да, им. Пишем вот так вот. Или же, если мы произносим тюкян, некоторые районы произносят тюкян, то тогда будет все мягко. Тюкян, да, им. Думаю, я понял. Но слово сложное. Слово арабское слово. Старое арабское слово. Магазин означает, да, друзья? Но некоторые из нас говорят лавка, тоже болгарское происхождение. Слово болгарского происхождения. Ладно, идемте дальше. И вот, пожалуйста, тут мы сами, пожалуйста, заполняем сами. Офис им. Почему офис им говорим? Потому что у нас последний слог. Слово не тюркское, слово новое в гагаузском языке и во многих других языках, потому что слово новое. И вот последняя буква и у нас аффиксы идут все мягкие. Офис им. Поняли, да, друзья? Вот так вот. Вот сейчас, как и евдаем пишем. Я напишу офис Сейчас копируем У меня нет в клаве этой буквы. Офис им. Я пишу Я пишу все вместе, друзья. Офис ладно, вот сюда напишем им. Офис им. Поняли, да, друзья? Куюмджу. Что такое Куюмджу? У нас есть фамилия Куюмджу, да, друзья? Куюмджу будет правильное произношение этой фамилии. Куюмджу ювелир. Ювелир. Я у ювелира, скажем. Куюмджу даим. Почему даим, скажем? Потому что у нас тут гармония гласных, и у нас есть у в конце твердое, поэтому куюмджу да. Напишите, пожалуйста, да. И аффикс им, вот он, им, но не им. Им пишем, друзья, потому что тут все должно быть твердым. Дальше. Отель, не наше слово. Отель, последний слог. И оттуда пошли. Отель, да, им. Сокак, наше слово, очень известная улица, да. Сокак, та, им. Пишем вот это вот им, да, друзья, вот она, им. Потому что у нас тут все твердое. Все как-то им. Кухня. Кухня тоже заимствование в нашем языке. Кухня да им. Кухня да им. Как и евдаим, да, друзья. Дальше. Касап. Касап у нас есть фамилии. И касап это, как будет на русском правильно, сейчас подумаем, скажем. Касап это место, где продают мясо. Где разделывают и продают мясо. Это касап называется. Человек, который режет и продает мясо. Мясник, наверное, да, друзья? Мясник. Ага. Касаптаем, да, все твердо. Университет, не наше слово, последний слог. И пошло все мягко. Университет, таим, маля. Мале, переулок, наша улица, переулок, Мале, то есть к нашему дому близкие дома, то есть кого мы всех знаем, да, в Гагауза очень хорошо знают слова Мале, Мале. В русском языке оно заимствовано как Магала, это не наше, это арабское слово, друзья. Идемте дальше. Мале. Мале, да, им, потому что вот последний слог мягкий, и все пошло мягко.
Надеюсь, справились. Yaptınız mı dostlar? Mutlak yapın. Yazın, sayfamızda da paylaşın. Diyalogları oku. Okuyarız diyalogları. Koli hem Todi. Koli hem Todi laf ederler. Zaman hayır olsun Todi. Nasılsın? Selam. İslayım. Koli, sen nasılsın? İşteyim. Çok işim var. Sen neredeysin? Ben de işteyim. Sağlıcakla. Sağlıcakla. Zaman hayır olsun Todi, nasılsın? Здравствуй, Тоди. Как ты? Что нового? Как ты? Selam. İşte İslayım. Хорошо. Я хорошо. У меня все хорошо. Исля. Хорошо. Исляим. Да, друзья? Поставили аффикс им, да? İslayım. Коли, sen nasılsın? Как ты, Коли? İşteyim. На работе. Я на работе. İşteyim. Я на работе. Я на работе. Çok işim var. Есть. Много работы. Sen neredeysin? Ты где? Ben de işteyim. Я тоже на работе. Sağlıcakla. До свидания. Sağlıcакла. Читаем еще раз. Я читаю, вы слушайте и повторяйте за мной. Zaman hayır olsun Todi. Nasılsın? Selam. İslayım. Koli. Sen nasılsın? İşteyim. Çok işim var. Sen neredeysin? Ben de işteyim. Sağlıcakla. Sağlıcakla. Başka bir diyalogumuz var. Selam Lana. Ben okuldayım. Sen de okuldaysın mı? Selam Anku. Değilim okulda. Evdeyim. Ne oldu? Hastaysın mı? Pek hastayım. Hadi iyileş. Sağ ol. Sen de sağ ol. Selam Lana. Ben okuldayım. Sen de okuldaysın mı? Selam Lana. Я в школе. Окулдаим. Эту тему мы сегодня будем проходить, друзья, поэтому вы сейчас не гагаузы не понимают, но тему будем проходить ниже. Это просто мы читаем, чтобы ознакомились, чтобы вы слышали произношение. Sen de okuldaysın mı? И ты в школе? Окулдайсын мы. Мы вопрос помним, да, друзья? И ты в школе? Selam Anku. Değilim okulda. Evdeyim. Selam Anku. Я не в школе. Değilim okulda. Değilim okulda. Я не в школе. Evdeyim. Я дома. Ne oldu? Hastaysın mı? Что случилось? Ты заболела? Ты больна? Pek hastayım. Очень больна. Hadi iyileş. Ну, выздоравливай. Поправляйся. Iyileş. Поправляйся. Sağ ol. Спасибо. Sen de sağ ol. Как помним, друзья, Саул это спасибо, но если перевести, Саул, будь здоров. И тут Анку тоже говорит, ты тоже будь здорова. Sen de Саул. До свидания. Спасибо, спасибо. Так, если перевести, спасибо, спасибо переводим. И дальше. Третий диалог. Selam Tudora. Neredesin? Selam Simu. Kafedeyiz. Nerede o kafe? Meydanda, büyük sokakta. Siz kaç kişisiniz? 3 kişiyiz. Anko hem Lana da burada. İsla, orada görüşürüz.
Selam Tudor'a, neredeysin? Selam Tudor'a, ты где? Selam Simu, kafedeyiz. Selam Simu, мы в кафе. Nerede o kafe? Meydanda. Где это кафе? В центре, по улице Büyük Sokak. То есть на Büyük Sokak. Большой, то есть Büyük это большой, помним, да? В Камрате есть у нас Büyük Sokak. Камратские знают. Büyük Sokak'ta. Siz kaç kişisiniz? Сколько вас человек? Üç kişiyiz. Трое, нас трое. Три человека, да? Kişi, человек. Anku hem Lana da burada. Anku hem Lana тут. İsla, orada görüşürüz. Хорошо, там встретимся. Soruşlara cevap verin. Koli nerede? Коли nerede? Вот он, Коли. У нас тут 3 диалога, друзья. У нас тут 3 диалога. И по 3 диалогам вопросы, на которых вы должны ответить. Я просто переведу вопросы, а вы найдете и просто напишите. Там все написано есть. Коли где? Ляна тоже в школе? Ляна в школе? Ляна okulda mı? Anku evde mi? Anku дома? Şimdi siz neredeysiniz? Вы сейчас где находитесь? Где? Kaç kişisiniz? Сколько вас человек? Anku, Lana hem Simu nerede? Kafede kaç kişi olacak? Сколько человек будет в кафе? Eviniz kultura evine uzak mı? Eviniz kultura evine uzak mı? Kultura evi, дом культуры. Ваш дом далеко находится от Дома культуры. Смотрим слова, друзья. Эти слова вы уже некоторые знаете. Повторяем. Кuyumcu. Kuyumcu. Ювелир. Пат. Сиденье. Это лавочка, да, можем сказать, да, на улице, которая пат. Kasap, мясник. İyileş, выздоравливай. Görüşürüz, встретимся. Futbolcu, futbolist. Kafe, kafe. Kalabalık. Много народу. Калабалык, много народу. Место, где много людей. Калабалык. Кира. Кира. Кира это, друзья, съемная квартира, съемный дом, съемный офис. Кира съемная, за которой мы платим деньги. Капу дверь. Киши человек. Куш птица. Пишем, да, друзья? Куто коробка. Макас ножницы. Мердвен лестница. Миллет нация. Yorgun уставший, усталый. Бош заман свободное время. Sağlık здоровье. Dağlık лес. Байыр гора, возвышенность какая-то. Пора деньги. Ресим картина, рисунок. Çerçeve рамка. Роль, роль. Gezi поход или путешествие. Sıra очередь. Сильги. Сильги это
как у нас будет на русском, сельги. То, чем вытираем то, что написали. Резинка. Шише, бутылка. В основном стеклянная, да, раньше была. Тафта. Тафта это и доска, на которой пишут детки в школе. И тафта, доска, бревно, тафта, кусок дерева, тафта, обработанный, да. Телефон. Temiz, пак, чистый. Temiz, пак, чистый. Турист. Вагон. Ваза. Мейдан. Центр. Мейдан, центр. Площадь. Nerede, где? Хаста, больной. Саалам, здоровый. Булут, облако, туча. Инсан, человек. Каик, лодка. Зор, трудно. Колай, легко. Якын, близко. Узак, далеко. Ябанджи, чужой. Ашырлы, человек, который издалека, то есть чужеземец, из другого села. Ашырлы, тоже как ябанджи. Ачык, открытый. Капалы, закрытый. Гюн, день. Афта, неделя. Йыл, год. Обратите внимание, как пишется йыл, год. Ач, открой. Тут, значит, ач, ач, голодный. Чалышкан, работоспособный, работящий, любящий поработать. Чалышкан. Чалышкан, старательный, чалышкан. Olumlu halizlik. Тут у нас таблица. Тут таблица разошлась, друзья. Вот это должно быть сверху. Наверное, у вас так. Halizlik. Значит, смотрим. Olumlu. Halizlik. На гагаузском языке будет halizlik. İnkarlık forması. Halizlik soruşu и инкярлык soruşu. Сейчас поймем, о чем идет речь, друзья. Evet, друзья. Ben, я, sen, ты. О, он, она, оно. Biz, мы, siz, вы. И еще у нас тут onlar, они. Onlar, они. Ben öğreticiyim. Я учитель. Ben öğreticiyim. Обратите внимание, öğretici корень слова и им я учитель. Я учитель. Ben öğreticiyim. Вот аффикс им. Означает ben. Ben öğreticiyim. Я учитель. Ben kızım. Я девочка. Девушка. Ben kızım. Ben gagauzum. Я гагауз. Ben üsüzüm. Я сирота. Ben üsüzüm. Я тут принял, значит, друзья, вы обратили внимание, тут аффикс им, и Обратите внимание, друзья. Тут еще и у нас аффикс ю есть, видите? То есть kaynaştırıcı ses deriz buna. Буква ю. То есть если у нас корень слова заканчивается на гласное, как у нас тут öğretici, то у нас вот это вот kaynaştırıcı буква, значит, появляется. И потом аффикс им. Öğreticiyim. 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 Обратите внимание, и тут тоже и. Öğreticiyim. Тут наше слово заканчивается на согласное. И
впереди стоит у нас твердый вокал, да, твердый вокал. И у нас получается кызым. Это все относится бен. Бен кызым, я девушка. Нужно вам запомнить, что бен, я. Если мы подтверждаем, что мы кто-то, бен гагаузум, я гагауз, у нас появляется аффикс ум. В русском языке его нет, бен гагауз, я гагауз. Некоторые гагаузы так и переводят бен гагаус, сен гагаус, о гагаус. Неправильно, друзья. У нас есть аффикс, который мы должны использовать. Бен гагаузум, бен üsüzüm. Вот, друзья. Значит, тут у нас аффикс ü, и у нас пошла да? Üsüzüm по гармонии гласных. Бен гагаузум, бен üsüzüm. Тут у нас аффикс у, последний, поэтому у нас твердый, да? Тут тоже будет Нужно запомнить, что бен, тут у нас аффикс идет им, да, друзья, или им. Это зависит от, вот эта вот буква Й, зависит от того, на какой наше слово, наш корень слова заканчивается на гласное или согласное. Если корень слова заканчивается на гласное, то появляется буква Й. Она как бы склеивает два аффикса. Слово и аффикс, да? Kaynaştırıcı. Тут отрицательное. Değilim öğretici. Я не учитель. Обратите внимание, öğretici, кыз, гагаус, üsüz остаются так же. Но вот куда идет наш аффикс им, да? Как ben değilim, я не учитель, değilim. То есть диль это отрицательный, да? Диль. И вот наш им, этот вот наш аффикс им, вот он где появляется, друзья. А это слово остается таким же. Поняли? Ben değilim kız. Я не девочка. Ben değilim gagauz. Я не гагауз. Ben değilim üsüz. Я не сирота. И тут посмотрим у нас, друзья, значит, öğreniciyim mi? Вопрос. Сейчас посмотрим, как он у нас тут звучит. Olumlu. Halizlik sorusu. Halizlik sorusu. Halizlik sorusu. Öğreniciyim mi? Я учитель. Я учитель. Ben öğreticiyim. Pardon, тут должно быть öğretici. Тут у нас я написала как ученик. А тут учитель. Öğreticiyim. Öğretici. Вот где заканчивается слово. Да? И вот аффикс им идет. Да, друзья? Öğreticiyim mi? Я учитель. Кызым mı? Я девушка. Обратите внимание. Вот наш аффикс. Личный аффикс. Вот он где. Ben kızım mı? Я девушка ли? Ben kızım mı? Ben гагаузум mu? Ben гагаузум mu? Вот наш аффикс, друзья. Ben гагаузум mu? Я гагауз. Ben üsüzüm mü? Вот наш аффикс. Üsüzüm mü? Я сирота. Я сирота ли? Ben üsüzüm mü? И öğrenici değilim mi? Я не преподаватель, я не учитель. Я не учитель. Öğretici değilim mi? Обратите внимание, вот наш где аффикс появляется. Друзья, değilim mi öğretici? Değilim mi öğretici? И иногда öğretici değilim mi? У нас два вида уже. Значит, вот эта форма öğretici değilim mi? Это уже у нас используется. Оно из турецкого языка, эта форма. Ну, где-то 20 лет назад она уже появилась у нас.
Но есть другого вида. Я тут написала и другие виды, более, которые употребляются. Но если услышите, это тоже используешь. Я написала, чтобы вы знали, что это тоже используется. Дилем ми гагаус. Вот, пожалуйста, другая форма, да, друзья, более старая наша. Дилем ми гагаус. Ben değilim mi гагаус? Я не гагаус. Değilim mi üyüsüz? Я не сирота ли? Я не сирота ли? И дальше sen. Sen üreticiysin. Вот этот аффикс, друзья. Sensin. Похоже, да? Sen kızsın. Тут я неправильно сделала. Тут, вот так вот нужно было, да. Sen kızsın. Sen gagavuzsun. Üysüzsün. Sen üysüzsün. Вам нужно будет запомнить аффиксы. Ben для ben будет им, üm, Для sen, sin, sın, sun, sün. Это нужно запишите его где-то, друзья, чтобы вы знали. Sen üreticiysin, sen kızsın, sen gagavuzsun, sen üysüzsün. Обратите внимание, два «с» слышим, но обязательно пишем «з», да, помним, gagavuz, üysüzsün. Değilsin üretici, ты не учитель. Вот где появилась у нас син, да, тут остается также. Değilsin üretici, ты не учитель. Вот там, где нет отрицания, у нас аффикс идет туда. Sen değilsin üretici. Kız değilsin, вот другая форма. Kız değilsin. Değilsin gagavuz, ты не gagavuz. Değilsin üysüz, ты не сирота. И вопрос. Üreticiysin mi? Ты учитель? Kızsın mı? Ты девушка? Вот опять же, друзья, аффикс наш «с», да? Вот наш аффикс тут еще, вот он «син». И sen gagavuzsun mu? Sen üysüzsün mü? Ты сирота? Ты gagavuz, ты сирота? Değilsin mi üretici? Ты не учитель? Değilsin mi üretici? Değilsin mi kız? Вот наш аффикс, друзья. Где? Değilsin mi? Ты не девушка? Ты не девочка? Değilsin mi gagavuz? Ты не gagavuz. Değilsin mi üysüz? Ты не сирота ли? Идемте дальше. Üretici. O üretici. Тут легче, друзья. О üretici. То есть практически само слово используем, да? Он, она или оно, если это не оживленный предмет, да? Evet. Üretici. O üretici. O kız. O gagavuz. O üysüz. O üysüz. Иногда у нас используется аффикс дыр, дур, дюр, дир, друзья. Вот он. Üysüzdür. O üysüzdür. Михаил Чакир очень много использовал этот аффикс. Сегодня в гагаузском языке он тоже используется. Но это правильная форма. O üreticidir. Он учитель. O kızdır. Она девушка. O gagavuzdur. O üysüzdür. Мы можем использовать дыр, а можем его и не использовать. Но если вы встретите, чтобы вы знали. Değil üretici отрицательный. Değil üretici. Değil kız. Видите, никаких аффиксов тут нет. O değil gagavuz. Если есть аффикс, он вот идет опять к дыр. Değil. O değildir gagavuz. O değildir gagavuz. O değildir üysüz. O değildir üysüz. Он не сирота. Üretici mi? O üretici mi? Он учитель. O kız mı? O gagavuz mu? O üysüz mü? У меня все üysüz получились с тремя ü. Этого никогда в жизни не бывает, друзья. Это просто клави. Üretici değil mi? Он не учитель. O üretici değil mi? Или она не учитель.
O değil mi kız? O değil mi Гагауз? О değil mi yüzsüz? Обратите внимание, ми у нас пришел к там, где диль. Değil mi yüzsüz? Друзья, которые только учат, пожалуйста, эту таблицу снимите с принтера и на рабочее место куда-то прикрепите, чтобы оно было всегда перед вами, чтобы вы в свободное время могли взглядом окинуть эту страничку, чтобы вы запомнили. Biz мы. Biz üreticiyiz. Вот вам тё, друзья. Biz из. Вот вам помощник ваш. Аффикс похожий, да? Biz üreticiyiz. И вот это вот что у нас скрепляющее. Две части. Аффикс и слово üretici. Biz kızız. Вот из. Из почему? Из потому что вот тут твердое. Biz kızız. Мы девушки. Biz gagauzuz. Мы гагаузы. Biz üsüzüz. Мы сироты. Друзья, значит, некоторые районы используют, у них произношение, даже не произношение, а аффикс неправильно используют. Например, говорят «biz üreticiydik». Вместо «из» они говорят неправильно. «Biz kızsık», «biz gagauzsuk», «biz üsüzsük» gibi говорят. Поэтому, друзья, вот наш литературный язык и вот наш аффикс. Я повторяю, повторяйте, пожалуйста, за мной. Biz üreticiyiz. Biz kızız, мы девушки. Biz gagauzuz, мы гагаузы. Biz üsüzüz, мы сироты. Идемте дальше. Отрицательные. Biz değiliz üretici. Вот наш аффикс где? Когда отрицательный, друзья, всегда аффикс прикрепляется к слову değil, отрицание, да? Değiliz üretici. А вторая часть остается также. Слово, наш адлык остается также. Biz değiliz üretici. Biz kız değiliz. Вот другая форма. Biz değiliz gagauz. Biz değiliz üsüz. Дальше. Biz üreticiyiz mi? Мы учителя? Мы разве учителя? Мы учителя? Biz üreticiyiz mi? Biz kızız mı? Вот, друзья, из, да? Biz kızız mı? Biz gagauzuz mu? Мы гагаузы? Biz üsüzüz mü? Мы сироты? Вот аффикс. Запомните, для biz, мы, аффикс из, ус, üs. Вот эта часть. Вот она вам напоминалочка. То есть аффикс будет заканчиваться на з. И последний. Üretici değiliz mi? Мы не учителя. Üretici değiliz mi? Değiliz mi kız? Мы не девушки. Değiliz mi gagauz? Biz değiliz mi gagauz? Мы не гагаузы. Üsüz değiliz mi? Мы не сироты. Обратите внимание, я использую два вида, где у нас değiliz идет впереди, и değiliz может идти в конце. Но ми у нас всегда прикреплен к değil, и аффикс из тоже прикреплен к değil. В отрицании, друзья, запомним, в отрицании, когда мы отрицаем, наш аффикс прикрепляется к değil, нет, не, да, не. И, конечно, вопрос, если он есть, тоже прикрепляется к не отрицанию. Üsüz değiliz mi? Biz değiliz mi üsüz? И siz, вы, siz. Üreticiyiz. Pardon. Üreticiysiniz. Siz üreticisiniz, друзья. Обратите внимание, здесь у нас есть си и зе. Вот вам напоминалочка. Siz и siniz. Вот она, с, из. Вот тут есть сиз, да, тоже, если не считать не. Синиз. Üreticiysiniz. Вот закрепляющая две части й. Она всегда у нас тут была, так как у нас слово заканчивается на и. Üreticiysiniz. Siz üreticiysiniz. Siz kızsınız. Вот, друзья. Siz gagauzsunuz.
Siz üsüzsünüz. Вы сироты, вы гагаузы, вы девушки, вы учителя. Дальше. Отрицание. Siz değilsiniz öğretici. Вы не учитель. Вы не учителя. Или же, да, друзья, помним, siz мы обращаемся к массе людей, или же мы обращаемся к одному из старших людей. Да, друзья? Как и в русском языке. Siz kız değilsiniz. Вы не девушка. Siz gagauz değilsiniz. Вы не гагауз. Siz değilsiniz üysüz. Вы не сироты. Вы не сироты. Или вы не сирота. Да, друзья? В зависимости от того, сколько перед нами находится людей. Değilsiniz. Обратили внимание, наш синес пришел. Или наш... Вообще, когда değil, у нас получается всегда синес. Другого варианта нет. Потому что değil всегда возьмет синес. То есть сунус, синус не берет, да? Тут değiliz, biz değiliz, siz değilsiniz. Возможно, тема для вас сейчас очень сложная показалась, но мы дальше будем это все проходить. Поэтому вам нужно будет просто выучить аффиксы, которые используются в данном случае. Siz üreticisiniz mi? Siz kızsınız. У меня буквы перепутали места. Kızsınız mı? Допишите. Siz kızsınız mı? Siz gagauzsunuz mu? И в фольклоре можете найти гагаузмуйсунус. Друзья, вот наша форма еще старая. Гагаузмуйсунус. Некоторые гагаузмуйсунус, некоторые даже используют эту форму и сейчас. Üsüzsünüz mü? Üsüzsünüz mü? Üsüzsünüz mü? Поняли, да, друзья? Вот, пожалуйста, все губное. Üsüzsünüz mü? Вы сирота? И дальше. Değilsiniz mi öğretici? Вы не учитель? Siz değilsiniz mi öğretici? В предложении мы можем использовать siz, как я говорила выше. Предложение можно сказать siz değilsiniz mi öğretici, или же просто сказать değilsiniz mi öğretici. Это понятно становится, потому что этот siz у нас находится вот он. И он похож. Во всех случаях, почти во всех случаях он похож на личное местоимение. Öğretici. Değilsiniz mi öğretici сказали, да? Değilsiniz mi kız? Değilsiniz mi kız? Değilsiniz mi üysüz? Вы не сирота. И последний. Местоимение последнее. Onlar, они. Тут легче, друзья. О и onlar похожи. Посмотрим. Onlar öğretici. Или можем сказать, onlar öğreticidir. Можем сказать. Поэтому я его взяла в кавычки. Можем сказать с ним, а можем использовать это слово без этого аффикса. O kızdır. O gagauzdur. Он гагауз. Дыр как бы подтверждает 100%. O gagauzdur. Onlar üysüzdür. Они сироты. Они сироты. Değildir üretici. Değil üretici. Вот, друзья, как же, так же, как и тут. Повторяется. Değil üysüz или değildir üysüz. Üretici. Onlar üretici. Onlar üretici mi? Onlar üreticidir mi? Или будет, да? Onlar kızdır mı? Onlar kız mıdır? Можем даже дыр поставить на «мы». Как и в фольклоре у нас. Gagavuz mudur? Üysüzdür mü? Вот, пожалуйста, все формы тут. Или можем сказать üysüz mü? Onlar üysüz mü? Onlar gagavuz mu? Onlar kız mı? Onlar üretici mi? Это тоже
правильная форма. Но если вы услышите дыр, дир, дур, дюр, это тоже правильная форма, друзья. Üretici değil mi? Или üretici değil midir? Onlar üretici, они не гагаузы. Они не учителя. Kız değil mi? Они не девушки. Değil mi gagauz? Değil mi üsüz? Onlar değil mi üsüz? Onlar değil mi gagauz? Тема сложноватая, но не пугаемся. И урок у нас скоро заканчивается. Adlıklı cümleler. Ben oyuncu... Что будем ставить сюда, друзья? Ben oyuncu... Юм. Да, друзья? Ben oyuncu... Юм. Я танцор. Или я человек, который играет на сцене. Oyuncu. Ben oyuncuyum. Или человек, который любит играть. Игры. Любит игры. Ben oyuncuyum. Oyun, игра. Ben öğrenici. Я ученик, да? Ben öğrenici. Что будет, друзья, тут? Вы до меня скажите. Öğrenici. Посмотрите, обратите внимание сюда. Öğrenici. Им, правильно. Öğreniciyim. Öğreniciyim. Я ученик. Siz турист. Siz. Посмотрите на вашу таблицу. Siz. Что у нас будет siz? Вы. Туристы. Siz turistsiniz. Помним, да, аффикс? Синиз. Синиз, сыныз, сунуз, сюнюс. Но у нас тут последний слог и, поэтому у нас будет в аффиксе тоже и. Turistsiniz. Написали? O Bulgardır. O Bulgardır. Он болгарин. Onlar hastadır, можем сказать, да? Onlar hastadır. Они больные. Siz şkoladayısınız mı? Вопрос. Siz şkoladayısınız mı? Siz школадай. У нас «и» появился, потому что у нас слово заканчивается на «а», да? Школадай. Сыныз. Мы. Поняли, да, друзья? А тут можно просто сказать «О, булгар, мы». Он болгарин. О, хаста, мы. О, хаста, мы. О, булгар, мы. Вопросительный знак не забываем ставить. Анку гагаус ка мы. Да, друзья? Анку гагаус ка, потому что Анку девушка, и у нас идет аффикс ка. Гагаус ка мы. Sen akıllısın mı? Sen акыллыйсын просто скажем, да? Тут у нас нет, в конце точка стоит, поэтому просто пишем акыллыйсын. Ты умный, да? Или ты умная. Неизвестно, кто у нас перед нами стоит. Sen akıllıysın. Sen akıllыйсын. Если даже перед нами стоит девочка или мальчик, вот эта вот часть не меняется. Ты умный, ты умная. Sen akıllıysın. У нас же нет родов, да? Идемте дальше. У нас род только в некоторых, значит, словах, которые гагаузка. Потом, что у нас еще есть? В национальностях у нас ка есть. Юредиджика. Учительница. Видите, почти как бы, что в русском, что и в гагаузском у нас появляется ка. И тут заканчиваем, друзья. Sen zabunsun. Ты худой. Забунсун.
O комратта mı? O комратта mı? Напишите ответ. O комратта mı? Комратта напишите. Evdeysin mi? Ты дома? Ой, evlisin mi? Evli, evli, замужем или женат. Evli от слова ev, дом, да? Evli, имеющий дом, то есть имеющий семью. Evli. Вот так вот сделаем. Evlisin mi? Evlisin mi? Ты замужем? И тут пишите evliyim. Я да değilim evli. Напишите правильный ответ. Посмотрите на таблицу. Evlisin mi? Вот отсюда мы узнаем, что речь идет о sen, да? Ты. Evlisin mi? O iş zor mu? O iş zor mu? Değil zor diyelim. Değil zor. Değil zor. Neyse kaçtı. Sıralar kaçtı. Olsun. O iş zor mu? Cevabımız değil zor. Değil zor. Burada ev işi de var size. Ev işi. Sen nerelisin? Ты откуда? Откуда родом? Sen nerelisin? Вот, обратите внимание, син и сен. Похоже? Да, вот вам запоминалочка такая. Evlisin mi sen, да? Опять же, sen. Sen evlisin mi? Напишите тут. Siz komrattaysınız mı? Komratta. Y скрепляющая. Синис. Комраттайсınız мı? Комратта твердое, и потом, поэтому у нас сınız мı идет все твердое. Siz komrattaysınız mı? Вы в комрате? Пишем ответ, друзья, тут. Yorgunsun mu? Опять sen, да? Потому что, видите, сун идет. С. Что сказали? Син, сун, сюн, сюн. Это аффикс sen. На следующем уроке я вам напишу эту табличку с, значит, с аффиксами. И вам, так, надеюсь, будет легче. Sen yorgunsun mu? И тут пишем, друзья. Находим наверху yorgunum. Да, друзья? Yorgunum. Ben yorgunum. Ben yorgunum. Sen yorgunsun. O yorgun. Biz yorgunuz. Siz yorgunsunuz. Onlar yorgun. Ya da onlar yorgundur. Поняли, да? И пятое предложение. Uşaklardan sonra uroklardan sonra boş zamanın var mı? Урокlardan sonra boş zamanın var mı? После уроков есть ли свободное время? Var ya da yok пишем, да, друзья? Шестое предложение. Bu akşam neredeysin? Bu akşam neredeysin? Тут у нас будет друзья. Bu akşam neredeysin? В этот вечер ты где? Вечером ты где? Bu akşam neredeysin? Evdeyim, sokaktayım, diskotekadayım, кафедeyim, restorandayım. Пишем правильные, хорошие, красивые варианты. Çalışkansın mı? Ты старательный? Çalışkansın. Вот это нам помогает понять у нас тут, что идет. Сын, сянь. Сянь çalışkansın mı? Aç mıysın? Вот другая тоже форма. Ты голоден? Aç mıysın? Ты голоден? Açım, açım, değilim aç. Да, пишем. Kaç yaşındaysın? Сколько тебе лет? Kaç yaşındaysın? Kaç, сколько yaşındaysın? Тебе, сын тебе. Sen. Сколько тебе лет? Kaç yaşındaysın? Тут пишем. И hasta mıysın? Ты болен? Hasta mıysın? Ты болен? Да, друзья. Dostlar, burada uğrağımız bitti.
Гагауз dilini bilmeyenler için biraz zor урок oldu. Не знающих гагаузский язык это сложный урок, а для знающих тоже есть новые формы для некоторых, так как больше там, где у нас biz, наши друзья, камрат, чадыр, используют неправильную форму. И запомните, biz üreticiyiz. Biz üreticisik değil. Biz değiliz üretici, değilsik değil, biz değiliz üretici. Вот вам помощник. Из, biz, из, и тут все заканчивается на из, уз, üz, да, друзья? В зависимости от корня слова. Kalın sağlıcakla. Bugün uğrumuz birazcık çok sürdü. Ben hep savaşırım, uroklarımız kısa olsun ama temayı açma değini böyle oluyor. Kalın sağlıcakla. Öğrenin bu formaları dostlar. Учите эти формы, пожалуйста. Заучивайте слова и встречаемся с вами в следующее воскресенье. Gelen pazara sizinle gene buluşuyoruz burada. Kalın sağlıcakla. Yapın ev işlerinizi da sayfamızda paylaşın. Herkes görsün ne kadar siz ilerlediniz bu uğurda. Dostlar bana da önemli işitmek sizden zorluk var mı, yok mu, nasıl gidersiniz, başladınız mı anlama, başladınız mı yazma. Пишите, друзья, о ваших успехах. Мне очень приятно слушать о них. Всего доброго. Kalın sağlıcakla dostlar. Sağ olun. Kalın sağlıcakla.